Желающим трудоустроиться переполнен не только первый этаж, но и цокольный этаж. Работу мечты может найти каждый. На ярмарке не протолкнуться. Здесь представлены вакансии для трудоустройства в медицине, образовании, промышленности, СМИ и АПК. Ибрагим Вильхиев, например, уже оформился на новую работу в торгово-промышленное производство «Дары Кавказа». И таких молодых, целеустремленных и амбициозных людей здесь много. По поручению главы региона Махмудали Калиматова, собравшихся с этим важным мероприятием, поздравил премьер Ингушетии. Владимир Сласенин отметил, что ситуация с безработицей в республике меняется в лучшую сторону. Буквально последние годы у нас регистрируемая безработица сократилась очень серьезно. На сегодняшний день 80%. И то, что сегодня делает ваше министерство, на сегодняшний день наши сограждане работают и в Приморье, и на Волжском автозаводе. Я знаю, сегодня будет прямая линия, и мы узнаем, как они работают, как они там трудятся, какие условия труда. Ну и, наверное, такие вещи, их надо делать традиционно. Мы это делаем уже какой год, несколько дней подряд. Я думаю, это все направлено на то, что самое главное, наши граждане, жители получили работу. Рабочих мест много, нужно только желание выйти на нее. На ярмарке трудоустройства «Работа России» время возможностей представлены вакансии 13 регионов страны, а это более 10 тысяч вакансий. Сотни рабочих мест предлагают и в самой Ингушетии. Сегодня присутствуют работодатели от Республики Ингушетия, это 30 работодателей, количество вакансий 600, и работодатели посредством портала «Работа в России» по всей Российской Федерации. Количество вакансий более 10 тысяч. Будет организовано 3 телемоста. Это Самара, где наши люди работают, и Дальний Восток, там, где предприятие набирает электросварщиков и электромонтеров на кораблестроительном предприятии. Это также отличная возможность и для студентов, чтобы заранее узнать, какие профессии востребованы на сегодняшний день на рынке труда. Переговоры с работодателями проводят и наставники СУЗов. Студентов привезли с многопрофильного колледжа Республики Ингушетия. Хотели ознакомиться с вакансиями для своих выпускников. Если есть хорошие предложения, будем рассматривать. Спасибо большое, что организовали мероприятие. Такая ярмарка проводится не в первый раз. Это хорошая площадка для тех, кто ищет новые карьерные возможности, а также хочет сменить сферу своей деятельности. Так получилось, что я недавно уволилась с работы, и я сейчас в поисках работы, получается, и наткнулась, получается, на школу, по-моему, Харбулак, 5-я школа, вот как раз-таки учитель начальных классов. Я бы хотел ассистировать стоматолога, найти, быть ассистентом стоматолога хотел бы. Если пока такие вакансии? Пока не нашел, но думаю, найду. Здесь очень много интересных вакансий. Я подумала, что я дома посовещаюсь с родственниками, посмотрю для себя кое-что, что будет интересно в будущем. Это масштабное событие объединило работодателей и соискателей из всех регионов страны. Не только молодежь присматривает себе место работы, но и люди постарше. Возможность, что и Бог бы без него согласен. А Бог курбя бигнул с вакансией хажали? Пока Около 50 вакантных мест представили и «Газпром», газораспределение Назрани. В основном требуются электросварщики, слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Увеличен кадровый состав службы, который отвечает за безопасность и эксплуатацию газовых сетей. И скажем так, с февраля этого года в нашей организации «Газпром», газораспределение Назрань мы увеличили штатную численность на более чем 70 человек. Она включает в себе такую специальность, как слесарь ТО ВДГО. Эта профессия предполагает, еще раз говорю, этот человек, он должен заниматься именно тем, что приходит в дом каждого абоненту нашей компании и проверяет безопасность подключения, насколько правильно подключены газовые приборы. То есть они отвечают именно за то, чтобы тот газ, который наша компания поставляет в каждый дом, в каждую квартиру, чтобы поставка и потребление этого газа была безопасной. Второй этап ярмарки запланирован на июнь. В регионе принят за основу проект дорожной карты по снижению безработицы в Ингушетии, который предполагает создание до 30 года более 20 тысяч новых рабочих мест, повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей и вузов республики до 60%. Зелимхан Калоев, Али Зязиков, Магаз 24.